Друзья, мы сейчас погрузимся в Слово Божие, мы поговорим с вами об этом предназначении церкви и об этом призвании церкви, расширять границы Царства Божьего и высылать миссионеров. Сегодня мы выслали фактически первых наших миссионеров, и каждый раз, когда мы говорим о миссионерах, и когда мы смотрим в Слово Божие, это место Писания, Деяния 13 глава с 1 стиха. Это то самое место, которое объясняет весь принцип, весь механизм того, как церковь должна действовать в этом вопросе, связанном с миссионерами. Потому что здесь тоже есть очень много непоняток. И сегодня я хотел бы об этом поговорить. Давайте снова прочтем это место Писания. Деяния 13 глава с 1 стиха. «В церкви Антиохии были пророки и учители: Варнава, Симеон, называемый Нигер, Киренец Луций, Манаин, получивший воспитание вместе с правителем Иродом, и Савл. Однажды, когда они служили Господу и постились, Святой Дух сказал: отделите мне Варнаву и Савла для дела, к которому я их призвал. И они после поста и молитвы возложили на них руки и отпустили их. И эти два апостола, посланные Святым Духом, пошли в Селевкию, а оттуда отплыли на Кипр». И очень интересно, когда ты служишь в молодежной церкви, когда вокруг тебя огромное количество молодых людей, которые бьют духовным копытом и которые говорят: я хочу поехать туда, я хочу поехать сюда, я хочу там участвовать в какой-то движухе, я хочу там помогать какой-то церкви, я хочу быть и там, и здесь, и тут, и вот тут. Есть несколько вещей, которым мы должны обучиться, прежде чем мы, даже если мы имеем это внутреннее призвание, куда-то поедем. Первая вещь, которую мы должны в сердце своем очень четко внутри себя иметь, что Бог высылает из церкви самое лучшее. Скажи вместе со мной: самое лучшее. Потому что только самое лучшее, то, что было укоренено в церкви, то, что имеет ДНК успеха, ДНК победы, ДНК, которая созидает саму церковь, только это лучшее может пойти туда, где сегодня больше может быть тьмы, и сделать что-то там. Если сегодня из церкви выходят люди, которые сами не укоренены в Боге, которые сами еще не имели здесь, внутри церкви, успеха в служении, они не видели роста, движения, они не видели элементарных там освобождений, исцелений, финансового прорыва, каких-то чудес, которые Бог хотел бы сделать в их жизни, то туда, куда они пойдут, они не смогут принести все это, потому что у них этого еще нет в сердце. Поэтому первая вещь, когда мы говорим о том, чтобы высылать людей из церкви, это должны быть особенные люди, которые несут внутри себя ДНК побеждающей, победоносной церкви. Давайте посмотрим на Павла. Кто такой Павел? Откуда он взялся и что было с Павлом? Чуть-чуть выше, если мы прочтем Деяния апостолов, 11 главу, там с 25 стиха очень интересная история описывается. Библия говорит так: «Затем Варнава пошел в Тарс, чтобы разыскать там Савла. И когда он нашел его, то привел его в Антиохию». Интересно, в этот самый момент Павел находился, он уже больше 3 лет был верующий, он встретился лицом к лицу со Христом. Библия говорит, он пережил такие внутренние встречи с Богом, что он получил напрямую от Него Евангелие. Сам апостол Павел это свидетельствовал. Он говорил, что он переживал Христа лично, он знал Христа лично, и это были интересные 3 года. Сначала Библия говорит про него, что он очень дерзновенно проповедовал в Дамаске, помните? До тех пор, пока его не захотели убить, и потом ученики отправили его из Дамаска подальше, как говорят, от греха подальше. И сам апостол Павел свидетельствует в послании к Галатам, что он находился какое-то время в Аравийской пустыне. Скорее всего, у него было время каких-то встреч с Богом, переживаний с Богом. Потом он оказался у себя дома в Тарсе. И там его находит Варнава. К чему я все это? А к тому, что здесь очень четко написано. Когда Варнава нашел его, то он привел его в Антиохию. И целый год они оставались в антиохийской церкви и учили множество народа. И именно в Антиохии учеников стали впервые называть христианами. Знаете, мы видим, что апостол Павел, он не был просто блуждающий проповедник, коих сегодня очень много. Он не был человеком, который принадлежал ко Вселенской Церкви. Мы видим четко здесь написано, что он был частью какой церкви?
антиохийской поместной церкви. Так или не так? Здесь очень четко написано, что он пришел в эту церковь, он приобщился к команде служителей, он стал человеком, который влился в Божий труд, он стал человеком, который влился в дело Господня, он посвятил себя развитию этой церкви, и он стал человеком, который стал заниматься развитием церкви. Знаете, что было в сердце Павла? Когда мы читаем все его путешествия, когда мы читаем последствия его путешествий, где бы он ни был, за собой он оставлял церковь. Знаете почему? Потому что этот ДНК жил внутри его сердца. Он не был членом какой-то парацерковной организации, там молодежь для прорыва Христа, или молодежь такая, или молодежь сякая. Он был частью церкви. И внутри него жил ДНК церкви. Он понимал, самое главное – это строить церковь. Самое главное – это созидать церковь. Самое главное – это делать так, чтобы за собой, за моим служением оставались церкви. Не какие-то парацерковные организации, не какие-то организации, которые занимаются благотворительностью или которые служат нуждающимся людям. Друзья, ДНК церкви жил в сердце Павла. И только благодаря этому, что этот человек, во-первых, был укоренен в работу церкви, он понимал важность церкви, он понимал, что есть первая вещь, которую ему необходимо пройти, это определенное время находиться в церкви. Скорее всего, он внутри себя сразу чувствовал призвание покорять народы. И это даже не скорее всего, это было пророческое слово, когда его Иисус встретил на дороге в Дамаск. Вы же все это тоже помните. Но он ждал правильное время, и он пахал в церкви в это время. Если вдруг ты сейчас здесь сидишь, и ты чувствуешь себя миссионером, который должен был быть бы отправлен уже, может быть, в Ирак, в Иран, там, я не знаю, в Месопотамию, на Филиппины, на Бали, еще куда-то. У многих из нас есть много разных мест, куда мы хотели, чтобы нас отправили. Кто-то в Нью-Йорк хочет, чтобы его отправили. Тут, в принципе, мы вне нашей компетенции, в Нью-Йорк сами поезжайте. Но мы говорим о миссионерах настоящих, о людях, которые хотят раздвигать Царство Божие, которые хотят насаждать церкви, которые хотят делать что-то новое для Христа. Я хочу вам сказать, есть время, и оно должно быть правильным, и оно должно быть от Бога. Есть время, когда тебе надо укореняться в дело и в работу по местной церкви. Тебе надо быть частью команды, тебе надо научиться преуспевать в этой команде. Тебе надо научиться преуспевать внутри этой церкви как служителю, как человеку, который способен зарабатывать деньги, развивать свою семью, заниматься работой, не просто работой духовной, но еще работой физической, работой мирской, как многие люди очень, отрицательно к этому относятся. Они все ждут, что в один прекрасный момент их возьмут, им дадут поддержку в $500 000 и скажут: теперь поезжай и делай дела Господни. И этот человек, знаете, отправляется с этой поддержкой. Он фактически выглядит как пенсионер. Преуспеет он там в деле Господнем, не преуспеет. Он знает, что у него есть всегда обеспеченная пенсия. Он знает, что он всегда обеспечен деньгами. Это не про эти миссии мы говорим сегодня. Мы говорим сегодня о вещах, когда Дух Божий вкладывает тебе в сердце двигаться. Итак, первое. Бог высылает из своей церкви людей лучших. Людей, которые здесь научились что-то достигать и которые здесь научились что-то побеждать. Для каждого человека, которого Бог приготовил для миссии, есть время, чтобы он мог укорениться. Для каждого человека. И каждый человек, которого Бог призывает сегодня выходить и начинать что-то новое для Христа, этот человек должен внутри себя нести ДНК церкви. Это не просто человек, который, знаете, такой проповедник, он всем подряд проповедует бесцельно, повсеместно. Это человек, который радеет о том, чтобы где бы он ни находился, появлялись церкви. Друзья, это да и аминь. И знаете, тут сразу очень важная ремарка. Мы говорим об этих вещах для тех людей, которые смотрят нас на YouTube, и для тех людей, которые здесь сидят в зале. Я хочу сразу же сказать одну вещь. Многие люди недопонимают, что значит быть человеком преуспевающим в церкви. Они думают, что преуспевающий человек или преуспевающий служитель — это тот, который в церкви, он там на виду, он красиво проповедует, он даже может изгонять бесов, он занимается какой-то бесконечной духовной работой и т.д. и т.п. Я вам скажу немножко сегодня по-другому. Человек, преуспевающий в церкви, это человек, который во всех сферах своей жизни видит прорыв от Бога.
Это человек, у которого есть, например, духовные проблемы, когда он пришел ко Христу. И он эти духовные проблемы научился решать. Это любые проблемы, зависимости, похоти, любые грехи, скрытые, тайные. Человек со Христом научился это преодолевать и побеждать. Это одна часть успеха в твоей духовной жизни. Второе, очень важно, это человек, который способен сегодня зарабатывать деньги. Это человек, который, знаете почему это так важно? Потому что когда люди, например, они дорываются до какого-то дела Божьего или до труда Божьего. И они думают так, что вот я сейчас буду проповедовать, я стану пастором, я буду каким-то важным служителем, и меня церковь обязана содержать, и все мои невероятные потребности обязана восполнять и покрывать. И чаще всего это люди, зараженные, как в послании Тимофею 6 главе написано. Давайте прочтем это место Писания. Это люди, зараженные дурацкой идеей. Здесь сказано так, что они думают, что благочестие, оно лишь способ для наживы. Это вот люди, которые думают, что стоять за кафедрой – это способность себя самореализовать и за счет этого получать какой-то профит в свою жизнь. Слышите? Я вам хочу сказать такую вещь, и она должна в ваших ушах звучать всегда. Человек, который может сегодня преуспевать в деле Господнем, это прежде всего человек, который способен самореализовываться с Богом в этом мире, в бизнесе, на работе, в профессиональной деятельности. Когда человек неуспешный в этом, он неудачник в финансах, он потерпел неудачу в профессиональной какой-то карьере, в профессиональной, в работе, в бизнесе, знаете, что с ним будет? Когда он дорвется до дела Божьего, до работы Божьей, вот до этого микрофона, он будет просто самореализовывать свою внутреннюю потребность стать кем-то. И это очень опасное состояние. Поэтому делай все, чтобы самореализоваться сегодня профессионально. Чтобы вместе с Богом прорваться в финансах, чтобы вместе с Богом прорваться сегодня в деле Господнем. Я вам хочу сказать, что любое служение Богу настоящее, оно не построено на том, а сколько я денег с этого буду иметь, а какую вы мне зарплату поставите, а какую новую машину вы мне купите, а куда я буду раз в полгода ездить, на Бали можно будет, чтобы вы меня отправляли на отдых. Это не об этом. Настоящее служение Христу – это способность жертвовать, это способность отдавать, это способность благословлять. И только человек, который способен вместе с Богом прорываться, у него что-то есть, он может что-то отдавать. Поэтому делай все, чтобы прорваться тебе духовно, в своей духовной жизни. Делай все, чтобы прорваться тебе в финансах твоих. Да, так важно, когда мы читаем о руководителях церкви, там написано, это люди, способные правильно управлять своим домом. Неудачники в семейной жизни. Или люди, которые, извиняюсь за выражение, просадили свою семью, где жена фактически глава семьи, где дети непокорные, не уважающие родителей. Такие люди, они не могут что-то дать церкви. Только люди, которые могут прорваться в своей семейной жизни, которые могут построить правильную семью. Только эти люди могут преуспевать в деле Господнем. Вот мы сейчас все это время говорим о самых лучших в церкви, которых Бог берет, лучших в церкви, и высылает, чтобы они могли построить лучшую Божью работу где-то. Богу не надо, чтобы на миссию уходили неудачники. Ага, здесь я не нашел себя в служении, здесь я не нашла себе мужа, здесь у меня какие-то бесконечные проблемы с финансами, здесь я в этом городе болею постоянно. Давайте меня на миссию. Ты на миссию принесешь свое духовное состояние. Вот это состояние, которое тебе надо в хорошей поместной церкви преодолевать и побеждать. Друзья, я был в самом начале своего христианского пути очень наивный молодой служитель Божий. И когда приезжали разные иностранные миссионеры, я думал, о, это же миссионер. А когда ты начинал поближе общаться с этим человеком, и ты понимал, что у этого человека куча долгов на родине, у этого человека, оказывается, брошенные какие-то дети там на родине живут. Этот человек, оказывается, боится бесов, и он боится этих бесов выгонять. И охота спросить, ты чего сюда приехал? У нас здесь своих полно, людей с проблемами. Нам не надо людей, которые новые проблемы еще откуда-то из других стран притащат. Нам нужны миссионеры, которые там побеждают, которые там крутые, которые там прорвались, которые там что-то Божие построили и приехали сюда, чтобы здесь побеждать и нам помогать побеждать. Аминь.
Но это же правда. Я встречал таких странных людей. Ты смотришь на него, думаешь, Господи, этот человек-миссионер, этот человек, он сам, такое впечатление, будто бы, знаете, вот бывают иногда в церквях такие молодые люди проблемные. Или, например, наоборот, не молодые люди, а долго сидящие в церкви, и они вот уже причиняют такой урон служителям. Они постоянно докапываются, на уши падают, от них не знаешь, куда избавиться. И вот когда открывается какая-нибудь библейская школа, ты думаешь, ой, давай тебя в библейскую школу отправим. И вот на миссию иногда таких же отправляют. Избавиться. Вот думаешь, ой, слава Богу, избавились, на миссию этого чудака отправили. Знаете, мы не говорим сегодня про этих странных миссионеров. Мы говорим о людях, которые сегодня способны здесь укореняться, которые способны вместе с Богом побеждать, которые способны здесь видеть успех, становиться самыми лучшими в Божьей команде, и потом этих людей Бог будет брать и отправлять на миссию. Когда мы первый раз на миссию поехали, знаете, что было с нами? У нас был свой собственный дом, у нас был гигантский профит по тем деньгам, мы зарабатывали с Алиной какие-то сумасшедшие деньги. Гигантский доход, спасибо тебе, по-русски, говорит, разговаривай. Гигантский доход был. Мы зарабатывали огромную сумму денег здесь, в Бишкеке живя. У нас были растущие служения, что у нее, что у меня. Буквально там каждый день эти служения прибавлялись с новыми и новыми людьми. Мы видели прорыв. Я только что получил, буквально полгода, как я получил исцеление от своего сломанного позвоночника. Я был человеком веры, я был человеком победы, успеха. Я видел, как это движение Божие, оно происходит везде, куда бы мы ни приезжали, ни приходили. Но Бог нам сказал оставить все. Оставить. Вы знаете, когда у тебя что-то есть, тебе есть что-то оставить, ты по-настоящему сможешь быть каким-то миссионером. Потом мы там, где мы на первой миссии нашей, мы начали делать дело Господне, начали с минус 80 уровня. Мы начали с каких-то вещей, когда нам всего не хватало, мы голодали, но мы начали двигаться, и мы увидели, как там можно зарабатывать, как там можно созидать, строить. Там начали приходить новые люди, церковь стала расти, здание появилось, новый дом появился, машина прекрасная, все по красоте. И Бог говорит, теперь оставьте все, езжайте в другое место. Вот это, я считаю, по-настоящему миссионерская работа. И знаешь, когда ты уже научился в любом месте побеждать вместе с Богом, куда бы тебя ни засунули, в любой дыре, ты будешь преуспевающим человеком. Это та же самая история про того мужчину-бизнесмена, у которого есть миллион, и про бомжа, у которого нет миллиона. Отдай бомжу миллион, через год он станет снова бомжом. Забери у бизнесмена миллион. Через год он снова станет миллионером. Потому что это внутри живет. Потому что этот человек научился побеждать. То же самое, те же самые принципы. В Царстве Божьем они работают. Научись побеждать здесь, в любой дыре, куда бы ты ни поехал. Ну, образно говоря, ты будешь побеждать вместе с Богом. Еще одна вещь, которой нам необходимо научиться от апостола Павла. Здесь написано так. Когда они были отправлены, они возвращались после каждого своего миссионерского путешествия. Куда, как вы думаете? Они возвращались каждый раз в Антиохию. А для чего? Чтобы дать отчет. Знаете, это не были блуждающие проповедники. Что хочу, то и ворочу. Они настолько крутые, да, на самом деле, апостолы, что они никому не подотчетны. Во-первых, у апостола Павла всегда была команда людей, с которыми он вместе служил, и он был подотчетен этим людям. Это раз. Второе, мы читаем, давайте два места Писания прочтем. Мы читаем, когда он возвращался из своих миссионерских путешествий. Здесь очень четко написано, куда он ехал. Из Аталии они отплыли обратно в Антиохию, где были верены Божьей благодати на труд, который они исполнили. Вернувшись обратно, они собрали церковь и рассказали обо всем, что Бог совершил через них, и как Он открыл дверь веры для язычников. Там они пробыли довольно много времени вместе с учениками. 14 глава с 26 стиха Деяния апостолов. О чем это говорит? Эти люди делали дело Господня, а потом возвращались в свою церковь для отчета. Это люди, которые все еще находились в подотчетности тем людям, которые их выслали. Они не сделали так, бай-бай, пока я вас не знаю, вы меня не знаете, тем более между нами 2000 километров.
Они были настолько смиренны, они понимали, что они нуждаются в поддержке, они нуждаются в корректировке, они нуждаются в направлении, если необходимо, они нуждаются в постоянной помощи поместной церкви своей, которая их отправила. И это называется подотчетность, которая существует сегодня между служителями различными и между поместными церквями. Если мы посылаем миссионеров, это не значит так: а вон, выживете, молодцы, если выжили, не выжили, значит, сами дураки. Нет, мы их поддерживаем. Но с их стороны мы ожидаем, что это будут люди подотчетные. Мы ожидаем, что это будут люди, которые способны советоваться, которые способны искать помощь, если необходимо. И это люди со смиренным сердцем. Еще одно место Писания про апостола Павла. 18 глава. Следующее, мне кажется, это второе, если я не ошибаюсь, его миссионерское путешествие опять заканчивается тем же самым, что было в первый раз. Он сошел с корабля в Кесарии, пришел в Иерусалим и, поприветствовав местную церковь, отправился куда? В Антиохию. Павел. Антиохия. Какая Антиохия? Иерусалим, Рим. Вот крутые города, вот куда тебе надо идти. Он говорил: я возвращаюсь к людям, которые меня отправили. Я им подотчетен, я дам отчет, я расскажу, чем мы занимались, я расскажу о наших божественных свершениях, подвигах, успехах, о наших неудачах. Я расскажу о том, за что необходимо молиться, за что необходимо поститься. Итак, 3 вещи, которые мы должны научиться о том, как высылать миссионеров. Первое. Должно быть так. Самое лучшее, что было рождено в церкви, что несет в себе ДНК успеха, что несет в себе ДНК Божьего прорыва, в ДНК воинственной церкви, именно это высылается из поместной церкви. Не люди-неудачники, а люди, которые здесь научились вместе с Богом преуспевать. Второе, чему мы должны научиться. Есть время, есть период, когда человек укореняется в деле Господнем здесь. Ему здесь помогают, о нем заботятся, его корректируют, его направляют. Это люди, которые способны здесь проявить подотчетность. Они способны здесь проявить смирение. Они способны здесь проявить правильный характер. И есть на это на все время. Это второе. И третье, когда отправляются миссионеры или когда отправляются люди на какое-то служение, это люди с сердцем, с правильным сердцем, способным продолжать относиться правильно к своей поместной церкви и быть подотчетными этой поместной церкви. Это то, что я хотел бы сегодня сказать об отправлении миссионеров. То, что я хотел бы сегодня сказать о высылке людей из церквей. Если сегодня у тебя есть идея о том, что тебя нужно выслать, если у тебя есть сегодня идея о том, что тебе пришло время куда-то поехать, что-то начать, знаешь, Бог, Он очень мудрый Бог. Он обязательно, как это было в том первом месте Писания, в 13 главе Деяния апостолов, Он обязательно скажет этим ребятам, Киринецу, Луцию, Манаину и Нигеру, да, здесь Нигер у нас есть, Симеону, обязательно найдется какой-то Симеон, найдется какой-то Луций, какой-то, да, человек, которому он обязательно здесь, в команде служителей скажет: настало время, его надо отправлять. Он должен начинать, ему надо созидать. Знаете, странно еще такая вещь, я с ней, если уж говорим о миссионерстве, я с ней никогда не был согласен и не согласен сегодня. Когда отправляют в страшные страны одиноких женщин. Это самая неправильная вещь. Самая неправильная вещь. Это просто взять самое лучшее и бросить на растерзание самому не лучшему, да. Это неправильные вещи. Поэтому, если ты девушка, ты внутренне у тебя есть такое понимание, что ты Богом создана на то, чтобы стать миссионером, начинать какое-то новое дело Господня, молись и ищи себе подобного второго человека, пару. Только семейные пары, по-настоящему одержимые Божьей идеей расширять Царство Божие. Только такие люди, по-настоящему о них можно сказать, это люди, призванные на миссию. Все остальные, кто сегодня хочет уехать в Лондон, кто хочет уехать в Нью-Йорк, кто хочет уехать за лучшей жизнью в Канаду, да, кто хочет в Берлин попасть в конце концов, хотя бы на крайний случай, или в Норвегию, я вам хочу сказать, не обманывайтесь. Это не значит быть высланным на миссию. Это значит уехать туда, где лучше просто. И я тебя не осуждаю. Каждый человек имеет право, как ему хочется, распоряжаться своей жизнью. Потому что не я дам за тебя отчет. Ты сам за себя дашь отчет.
И надо было тебе ехать в Норвегию, или надо было тебе ехать, может быть, в Талас служителем. Это уже ты сам перед Богом ответишь. Или, может быть, здесь созидать церковь. Или, может быть, по-настоящему Бог призвал тебя в Канаду для того, чтобы двигать дело Господня. Но редко таких ребят встречаешь.